Итак, одно из очень важных событий недели. Госдума решила обратиться в правительство Российской Федерации и в Генпрокуратуру по поводу обмеления рек Волги, Дона и их бассейнов, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации в водоохранных зонах. Решение, которого мы все ждали и ждали очень давно. Обмеление Волги и Дона затрагивает жизнь более 80 миллионов человек. Это действительно реки жизни. Спикер Госдумы Вячеслав Володин был краток, цитата: «Здесь вопрос принять управленческие решения. На то, что у нас Волга обмелела, должен быть ответ внятный. Почему?» Первые шаги. Будет создана правительственная комиссия по развитию бассейна реки Волги и других водных объектов в качестве основных задач решения вопросов сезонного перераспределения прохождения воды по Волжско-Камскому каскаду с учетом социальных факторов и потребностей экономики, поддержание в надлежащем состоянии водозаборов, расчистка русла и дноуглубления рек. И нужны действительно нетерпящие отлагательств меры. Обмеление рек коснулось почти всех регионов страны. Экологи, речное судоходство, рыбные хозяйства и просто люди бьют в набат. Грядет экологическая и экономическая катастрофа. Нам часто говорили, что воду из Куйбышевского водохранилища сбрасывают, чтобы спасти рыбные запасы Астраханской области. Мы решили проверить и отправили в Астрахань наших корреспондентов. И что оказалось? Да ничего подобного. Астраханская область сама переживает настоящую экологическую катастрофу, о которой мало кто в России знает. Уровень воды на некоторых участках понизился на 2 метра и более. Здесь теперь с легкостью можно наблюдать то, что раньше было под водой. Трубы, мусор, остатки кораблей. Снижение уровня Волги уже привело к массовой гибели рыб и нанесло серьезный удар по экономике Астраханской области. Цены на рыбу и икру повысились в 2 раза. Рыбе просто негде метать икру. А сама область буквально задыхается от пожаров. И это тоже связано с обмелением рек. Наш специальный репортаж из Астраханской области. Мы живем с вами на шикарной планете Земля. Просто шикарной. Нам выпал этот шанс. Такое небрежное отношение к самим себе прежде всего, потому что в результате мы убиваем нашу природу. Вся беда Волги, нашей Волги, в том, что очень мало спускают воду с верховьев. Именно поэтому у нас мелеет Волга, именно поэтому она заиливается, именно поэтому рыбы в Волге нет. Обмелела не только Волга, мелеют ереки, мелеют малые речки. Река, которая была такая глубокая, стала по колено. Но это вообще безобразие. Я считаю, что здесь не только астраханские власти должны, не только наши власти должны решать этот вопрос. Волга – это же достояние всей России. Народное достояние России теперь скорее награда, которую мы не заслужили, а успешно проглядели. Текла река Волга и утекла. Вдоль по руслу, с верхних этажей на нижние, ее хватало всем до недавнего времени. Но, как это бывает, если не ценить то, что было всегда, можно оказаться там, где не будет никогда. 98-е, 97-е годы. Вот, весна, видите, вода полноводная, она, это судоходы, это ходят. Где вы видите камыш? Нет. А я давно не была, дети уже выросли, уже внуки уже старшие. А смотрите, камыш, вот это сердце болит. 2 метра вот здесь всегда было, чтобы отдыхать дети. Немножко она уходила, вот это место. Но не так далеко. Здесь дети росли, каждый день мы ходили здесь, купаться ходили. Насколько ушла вода за каких-то последних 15 лет, не просто видно, ощутимо. Заросли камыша и толстый слой почвы под ногами, будто и не было ничего. Зеленый ил и дно перед глазами. А сейчас, вон, смотрите, дно видно, дно видно. Вон, смотрите. А смотрите, зеленые островки. Они еще дольше на 6, 7, 10 метров ушло на Волгу. Смотрите, зеленые острова. Это же ваша катастрофа.
Первое, что бросается в глаза по приезду в Астрахань, это абсолютно неработающие фонтаны в центре города. Люди связывают это с активной жарой, которую пережила Астрахань, и, как следствие, неработающие насосы и обмеление рек. А еще то, что не передает камера, это запах гари, который здесь повсюду. И это, кстати, тоже последствия высыхания водоемов. Это запах, который несут с собой пожары тростниковые, которые у нас стали постоянными, круглогодичными в дельте. И у нас дельта сейчас не горит только в период паводка. Критична ли ситуация, можно понять, заглянув на астраханский рынок. Щучья икра – дорогое удовольствие. По цене почти обгоняет красную. В этом году проблема была с икрой щучьей. Мало было, или воды не было, там, или еще что-то там. С водой, сами знаете, у нас проблемы с водой. У нас, когда щука идет на нерест, получается, что вообще ей негде, она погибает. Много икры погибает. Много малька погибает. Также и сом погибает много. То, что нет воды. Это вот кошкам. Вот видите? Вот тарашка. Все. Раньше ловилась прям шикарно, а сейчас нет. С каждым годом, я говорю, все хуже и хуже. И воды все меньше и меньше. В Татарстане, впрочем, ситуация не лучше. Исчезли лещ, язь, жерех, серебряный карась. Высохло 70% икры рыбы в водохранилище после нереста. Некоторых видов, такого вот ценного вида, как, допустим, сазан, в этом году вообще практически нет в уловах. Он просто не смог отложить икру. Икра, которая не выметывается, она перерождается в теле рыбы. Все. И в чем еще большой минус, такие производители на следующий год просто могут пропустить нерест. Потому что у них вот эти процессы перерождения икры до сих пор еще проходят. Так почему же главная артерия страны внезапно уменьшилась в объемах? Разберем первую догадку – погода. Лето выдалось для страны аномально жарким. Вместе с тем осадков, например, в нашем регионе выпало очень мало. Всего 67 миллиметров, когда по норме должно выпадать около 180 миллиметров. Вообще, эта версия с погодой оказалась довольно шаткой. На заседании Госдумы Вячеслав Володин так прямо и сказал: да хватит уже перекладывать ответственность. Волга – самая зарегулируемая река. И здесь вопрос принятия управленческих решений. И то, что у нас Волга обмелела, здесь должен быть ответ внятный. Почему допустили? Даже когда лето было более жарким, еще меньше было дождей, уровень так низко не опускался. Поэтому аргументы о том, что жаркое лето, нет дождя, поэтому у нас обмелела Волга, не работают. Снижение уровня в Каспийском море действительно факт. Росводресурсы решили действовать кардинально, сохранить уровень воды за счет сброса по Волге в низовье. В итоге обмелили Волгу вверх по течению. Наше Министерство экологии предложило снизить сбросные расходы через гидроузел Куйбышевского водохранилища с 4400 до 3400 кубометров в секунду. Мол, притока нет, делиться нечем. Астраханские экологи считают это эгоистичной позицией Татарстана. Каждый год у нас немного больше воды остается в водохранилище в Куйбышевском, чем могло бы оставаться. Понятно, что хочется, чтобы была комфортная картинка, чтобы суда проезжали везде, и лодки, где хотелось бы. Но разница такая, что где-то комфортный подъезд и красивая картинка из окна, а где-то гибель рыбного поголовья на годы и на десятилетия вперед. И где-то комфорт, а где-то возможность работы экономики и, скажем так, пропитания населения. Не то что эгоизм, это здоровое желание сделать лучше жителям своей республики. Но при этом не учитываются интересы других регионов. В правилах эксплуатации каскада водохранилищ есть отметки, на которые в неблагоприятные по водности годы должно сбрасываться Куйбышевское водохранилище. Вот практически это
практически этого не происходит. Правила на сегодняшний день, те, которые есть по регулированию всего Волжско-Камского каскада, они разработаны в 1982 году. На сегодняшний день считаем, что необходимо пересмотреть данные правила. Астраханские экологи намекают, что водохранилище не принадлежит никому и принадлежит всем одновременно. И так как мы в одной лодке, пусть воды хватит на всех, иначе произойдет что-то похуже вот этого. Вот здесь стояли два судна проекта «Ярославец». Кто знает, знает, что они с большой осадкой. Вот сейчас мы видим, насколько изменились уровни. Вот по Астрахани минимум метр. Министерство экологии Татарстана с позиции Астрахани не согласно и считает проблема шире и глубже темных волжских вод. И отмечают, сколько бы мы ни сливали в бездонное дно Каспия, это подобно дырявому решету. При пропуске воды через Волгоградский гидроузел вода просто прямиком уходит в Каспийское море. То есть она для того, чтобы повысить уровень Волги вот на этих участках, необходимо просто постоянно больше и больше сбрасывать, тогда уровень несколько повышается. Это связано также и со снижением уровня Каспийского моря, и с тем, что там отсутствуют еще дополнительные плотины, гидроузлы. Вот, понимаете, если перегородить, да, то есть вода будет немножко накапливаться, и для того, чтобы поднять уровень, не обязательно постоянно много-много-много лить. Это значит, что без подпорки это слив в пустоту. Для обеспечения потребностей в воде Астраханской области нужно создать низконапорные гидроузлы. Это даст возможности накопления. Экологи также советуют принять меры и путем повышения уровня Нижнекамского водохранилища до отметки 64 метра. Вот Нижнекамское наше и Чебоксарское водохранилище, они недостроены, то есть они не наполнены до проектных отметок. То есть объем воды, который можно запасать в этих водохранилищах, он недостаточно большой, и водохранилища работают в транзитном режиме. Вот сколько они воды получили, столько они ее отдают. Необходимо повышение уровня данных водохранилищ, о чем говорит и Республика Татарстан, и Росводресурсы. С 25 по 30 год будет новый проект, в рамках которого мы, как и все регионы по России, заявили свои водные объекты, которые мы хотим расчистить, в котором хотим провести дноуглубительные работы. Где-то пересмотреть, может быть, в сторону уменьшения зимних сбросов. Если на 1 сентября был 56, потом падал до 50 отметки, сейчас уже видно, что на 20 сантиметров вырос. Да, вверх пошел тенденция. Вот то, что это вот мы смотрим до 24 ноября. В споре, как известно, рождается истина. Правда, на чьей стороне она окажется, пока не ясно. Прогнозы неплохие. Впереди зима и осадки. Это даст возможность выдохнуть всем. Последнее пленарное заседание Госдумы прошло 14 ноября. Депутаты предложили правительству создать комиссию по развитию водохозяйственного комплекса бассейнов Волги, Дона и других водных объектов. А Генпрокуратуре провести проверку соблюдения требований законодательства. Что же, первый шаг сделан. Диляра Юсупова, Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней.